этой неделе главной хохмой техноблогов, наверное, всего мира был перепост действительно смешного перечня новых слов, которые китайская цензура запретила использовать для поиска на, наверное, самом популярном китайском сервисе микроблогов Sine Weibo, там 500 миллиарда пользователей. В список новых запрещенных слов попало слово «сегодня», слово «вчера» и словосочетание «большая желтая утка». Эти нововведения наступили во вторник, в годовщину бойни на площади Тяньаньмэнь. В 1989 году правительство расстреляло мирную демонстрацию из танков, и погибли сотни, а возможно тысячи людей. Большая желтая утка провинилась тем, что фигурирует на фотоколлажах, которые пародируют известный снимок, где беззащитная человеческая фигурка стоит против 3 танков. Вот на коллаже вместо танков использованы вот эти большие желтые утки. Действительно, всему миру ограничения китайских цензоров кажутся смешными, глупыми и какими-то заведомо проигрышными, ведь все это очень легко обойти. Ну, придумай новые теги, новые поисковые слова, используй программы, которые позволяют сделать твое присутствие в сети анонимным. В крайнем случае используй прокси и пользуйся вообще Фейсбуком, заграничным сервисом. Технологии замечательны тем, что создают асимметричную ситуацию для кошек и мышек впервые в истории. Мышкам стало гораздо легче убегать от кошек, чем кошкам гоняться за ними. И расхожим утверждением звучит идея, что Твиттер создал арабскую весну, помог людям объединиться и свергнуть диктатуру. На этом фоне китайская цензура действительно кажется смешной и не страшной. Но только вот если разобраться, выясняется, что все вообще совсем не так. Китайскую ситуацию проще всего представить себе, как если бы во времена Брежнева возник интернет. Нельзя было бы им вообще не пользоваться, потому что это повредило бы экономике и выполнению плана. Но можно было бы ввести строго определенные сервисы, строго местные, строго китайские, подчиняющиеся китайским или советским законам, ограничить доступ ко всем остальным сервисам, ко всем заграничным сервисам, и обязать любого интернет-провайдера сотрудничать с КГБ по любому вопросу. И суть в том, что большинство китайцев ничего не хочет слышать ни о годовщине расстрела, ни о свободе, ни о деспотии. Они единодушно готовы поддерживать партию и правительство и доносить на нарушителей. Один из создателей BitTorrent, программист Станислав Шелунов, сказал мне в интервью для этого блога, что он очень рад, что он работает над асимметричными технологиями, которые помогают гонимому меньшинству уходить от полицейских ищеек. Но технологии сами по себе ничего не могут сделать, если общество целиком состоит, собственно, из этих ищеек. Пока люди признают над собой власть партии, ситуация никак не меняется. На этом фоне цензоров совершенно не заботит, легко или сложно технически обойти их ограничения. Смысл этих ограничений, как правильно сказал мне специалист в области интернет-технологий Антон Носик, ритуальный. Это ритуал, который снова и снова напоминает обществу о священном и древнем праве власти устанавливать табу. Табу тем и ценно, что совершенно не нуждается в логическом или прагматическом обосновании. Это нам, китайские цензоры, кажутся смешными и нелепыми дедушками из прошлого века, которых совершенно не обязательно слушаться. И когда мы приезжаем в Китай, мы спокойно пользуемся прокси и заходим на нужный нам Facebook. Все это так, пока все вокруг хором не считают в качестве консенсуса, что их таки надо слушаться. Арабская весна в таком случае – это не история о том, как технологии помогли объединиться и свергнуть диктатуру. Это история о том, как большинство, по каким-то совершенно своим причинам, вдруг решило, что страной больше не правит Мубарак. И это большинство при помощи технологий смогло узнать друг об друге, объединиться, и Мубарак перестал править страной. Уже к вечеру 4 июня в китайских соцсетях появился таки тег 64, 64, это значит 6-й месяц, 4-й день, 4 июня. И этот тег даже подполз на 14 место по популярности в соцсетях. Но соцсети в целом и вся огромная страна весь этот день жили, совершенно не обращая на это никакого внимания. Машина работает, машина подавляет, и вопрос о том, как технологии могут помочь людям освободиться, оказывается гораздо сложнее, чем это мечталось техноромантикам еще 5 лет назад.